Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня 25 октября 2022 года. И в данном видео я хотел поговорить о самом сложном, самом тяжелом направлении Херсонском. Все мы прекрасно знаем, что в данный момент идет эвакуация жителей с левого берега Днепра, города Херсона и ближайших населенных пунктов. Также, как сказал генерал Суровикин, есть реальная угроза подрыва Каховской плотины. Украина планирует нанести массированный ракетный удар по Каховской ГЭС, по плотине, и, разрушив ее, сделать такое мощное цунами. Потому что в советские разработки рассчитывали советские специалисты, что если Каховская плотина, если ее прорвать, то обрушится цунами со скоростью 25 км в час, высота волны будет 5 метров. И сами представляете, какие это последствия может принести. Это все ближайшие населенные пункты, в том числе и Херсон, просто смоет с лица земли. И обвинить в этом Россию, так как Данилов, секретарь СНБО Украины, даже радуется этому моменту и хочет обвинить Россию и оставить Крым на ближайшие 5-10 лет без воды. Но как я лично вижу эту ситуацию. То, что идет эвакуация, это не отступление российских войск, не отступление армии России. Это идет целенаправленная подготовка к наступлению, потому что вывозя мирных жителей, я думаю, планы нашей армии вот такие, что когда будет эвакуировано мирное население, российская армия сразу с широкомасштабным, мощным ударом нанесет удар по Николаеву и вплоть до Одессы дойдут. Потому что уже тогда не будет мирного населения, и укронацистам негде будет прятаться. Как знаем, ландшафт Херсонской области, Николаевской области, там преобладает лесостепная зона, и там уже не спрячешься, тем более наступает уже, приближается зима, зеленка спадает, и нашей авиации, нашей артиллерии, нашим войскам ВКС будет очень хорошо и удобно наносить удары по всему фронту Херсонскому. И я думаю, что это очень хорошее и правильное решение вывести мирное население, пожертвовав, конечно, городом, какими-то населенными пунктами, но тогда уже нас ничто не будет сдерживать, можно будет просто проводить ковровые бомбардировки по частям ВСУ, по наемникам, по этим неонацистам из Польши, Испании, Германии, Румынии, Венгрии, которые вот сейчас даже с ИГИЛ поступают наемники, и все они особо моральным духом не преобладают, они все воюют со второй линии, смелые. Если мы быстро проведем эвакуацию мирного населения, и в ближайшее время, я думаю, начнется наступление, и мы все ощутим это. В первую очередь мы добиваемся двух моментов. Это отрезаем Украину от Черного моря, и второе,